В Алекминске прошли плановые общественные слушания по техническому проекту разработки золоторудного месторождения «Врезанное». Цель слушаний – выслушать мнения и замечания для того, чтобы учесть их в проекте. Подробнее расскажут наши коллеги. Общественные слушания по техническому проекту компании «Нордголд» прошли в городе Алекминске. Сказать о итогах конкретнее смогу после встречи в селе Тяне 12 июня. Обозначил свое мнение глава Тяньского национального наслега. Должен выйти протокол на обсуждение и дальше работать. Но это как бы главная процедура прохождения глав госэкспертизы. Это ознакомление проекта с населением. И они должны как бы внести предложения и замечания от населения принять. Протокол должен подписаться в течение 5 дней после проведения публичных слушаний. Общественное слушание – мероприятие, давно запланированное компанией «Нордголд». Резонансная предыстория стала поводом для присутствия на рядовом в целом мероприятии официальных лиц республики. Считаю, что вопросы были очень такие живые от населения. Компании необходимо доводить всю информацию до каждого жителя, чтобы не возникали такие острые вопросы. Сегодня представителями компании, представителями проектной организации были даны ответы почти на все вопросы. Жители Тяни свою позицию объясняют открыто, и, разумеется, они должны быть услышаны. Это сохранение нашего традиционного уклада жизни. Мы живем за счет рыбалки, за счет оленеводства, за счет охоты. Это все у нас наши предки. Мы хотим оставить своим детям эти территории освоенные, потому что мы воспитаны, мы родились в этом, мы воспитаны в этом, и наша молодежь в основном тоже занимается оленеводством. Депутатский корпус республики также обозначил свое видение. Если бы компания была открытой всегда, вот этого письма бы не было, которое волновало население республики. Ну и сегодня мы на уровне парламента республики создали рабочую группу народных депутатов, которые вместе будем отрабатывать те проблемные вопросы, которые сегодня есть. В обсуждении приняли участие большое количество людей. Кроме вопросов, озвучен ряд предложений, в том числе по соблюдению экологической безопасности. Со своей стороны компания готова принять участие в проектах по сохранению языковой культуры. В этом году у нас создана рабочая группа, которая будет разрабатывать, уже мы работу ведем, программу по сохранению оленеводства. Кроме этого, у нас по сохранению языка венкийского, ну и по документации памятников историко-культурного наследия. Эти работы уже ведутся, и хочу отметить, что мы планировали все программы разработать в этом году, в бюджете Нордголда предусмотреть, и, соответственно, до 2024 года уже эти программы должны заработать. 12 июня состоится встреча уже в селе Тяне, где свое мнение и вопросы озвучат жители села. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск.